Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. В это самое мгновение, в эту самую минуту мысли мужчины о вас. Что он там думает о вас? Загадайте, пожалуйста, на мужчину. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ничего себе. Здесь мужчина сидит, чернее тучи, грустный-грустный. То ли вы поссорились, то ли свидание не состоялось, то ли вы без настроения были. Может быть, ему что-то высказали, а может быть, наоборот, молчали. Вот он пытается разгадать эту тайну, этот секрет. Что пошло не так, в какой момент он допустил ошибку, что с вами происходит. Да? Он думает о вас, он думает о том, что нет контакта, либо контакт утерян, либо ссора, да, произошла ссора, что теперь с этим делать, как поскорее примириться. Такие у него мысли. Чувствует свою вину, но не понимает, в чем он виноват. Девчонки, если он вас чем-то обидел, либо вы им недовольны, ну так объясните ему. Он так будет сидеть сутками напролет, так и не поймет. Смотрите, видите барана? Вот баран. Он себя бараном чувствует. Глупым бараном, да? Который что-то сделал, так и не понял, что сделал. И вы ему не сказали. Если он себя неправильно повел, так он этого не видит, он этого не понимает. И если ему об этом не сказать, он так и никогда не догадается. Он чувствует, что что-то не так, да, а понять конкретику, да, момента он не может, просто не может. И вот сейчас сидит, грустит, перебирает все события, которые были до и в моменте, да, что он говорил, что вы говорили, как это все привело к ссоре, либо как это привело к тому, что вы такая вот загадочная, отстраненная стали. Да, озадачили вы его, девочки, озадачили. Если вы поссорились, то он придет мириться. Причем придет весь надухаренный, будет весь лощеный, с цветами, там, не знаю, с шампанским, с конфетами, ну, с чем-то подготовленный, да, он придет подготовленный, он об этом думает, чем бы вас таким удивить, чтобы вы растаяли и пошли на примирение. И если вы не ссорились, а вы просто им недовольны и хотели ему, видом показать, что вы недовольны. Но он не понял. Он просто банально не понял. Думает о том, что, может быть, у вас там настроения не было, либо вы устали очень сильно. Да? То есть мысли нет, что он вас обидел, либо что-то сделал не так. Так, еще он думает о каком-то отдыхе с вами. То ли он вам обещал отдых, то ли вы должны ехать с ним вместе на отдых, да, уже как договорились. И он думает, нет, надо срочно переламывать эту ситуацию, срочно нужно мириться. Как же мы поедем? Да? Я так не хочу уехать. Я хочу, чтобы мы поехали любящими людьми, а не вот так в ссоре. А вдруг она вообще откажется со мной ехать? Что я тогда буду делать? Да, такие мысли в него идут. Вы на самом деле для него очень ценная женщина. И с каждым новым днем вы становитесь все важнее и ценнее для него. Да, плюс недавно, может быть, несколько часов назад, либо, может быть, там пару дней назад, он с кем-то говорил, и человек ему прям в открытую так и сказал: ты очень везучий и счастливый мужчина, ведь тебе досталась лучшая из женщин, да, лучшая женщина дала тебе свое сердце, позволила тебе быть рядом с собой.
То ли с другом каким-то говорил, то ли, может быть, даже с родственником. Ну, мужчина, да, он говорил с мужчиной, два мужчины общались. И у него прям глаза открылись, знаете, как дошло, да. Действительно почувствовал, что он счастливчик, что вы есть в его жизни. Да, он стал вами дорожить, девочки, как никогда стал дорожить. Когда между вами нет контакта, когда между вами ссора, у него уж какие-то болезненные ощущения идут. Болезненные. Кстати, по поводу вас. Ну вот я вижу, что вас какая-то проблема беспокоит. Либо это конкретно ваша проблема, либо проблема с ним. Да? Может быть, он не делает того, чего вы хотите. Может быть, он вас чем-то разочаровал. Смотрите, как будто бы он вашу звезду украл. У вас была мечта, у вас было свое представление, а мужчина его как украл. Да? Он не выполнил, он не осуществил вашу мечту и ваше это желание, представление о том, какие должны быть ваши взаимоотношения. И вы не нашли ничего лучше, чем ему это показать. Не сказать, а показать. А мужчины ведь не умеют читать таких знаков. Они их не понимают. Они о чем угодно будут думать, но только не о том, что на самом деле происходит. Ему кажется, что он делает все правильно. Ему кажется, что это у вас там настроения не было. Либо вы уставшие были. Но на самом деле это не так. Не так. Вы чего-то от него ждали, либо хотели от него чего-то, а он этого не сделал. Мало того, может быть, он даже забыл о том, что он вам это обещал. Вот. А вы вместо того, чтобы сказать, просто обиделись. Ну, неправильно. Вы неправильно здесь поступили. Ваш мужчина, он прямой. И с ним нужно общаться только лишь прямо. Вот конкретно говорить: здесь ты прав, молодец, хвалю. А вот здесь ты не прав, мне это не нравится, я так не хочу, да, я хочу по-другому. И конкретно говорите, что хотите. Только в таком ключе. Понятно, что вы скромная девушка, и вам и сложно. И опять же, вы хотели, чтобы мужчина угадывал, да, чтобы он с вами был на одной волне. А видите, как в реальности получилось. Да. Смотрите, с вашей стороны корова. Корова, которая бодается рогами. Не обижайтесь, девочки, не обижайтесь. Песок передает информацию именно знаками. Вы очень ценны для него, но в данный период времени вы его отталкиваете. Вот. Отталкиваете. И его это очень сильно беспокоит. Причину этого он понять не может. Смотрите, с вашей стороны корова, а с его стороны баран. Корова рогами, да, отталкивает, а баран просто вот сидит такой: а я не поняла, что происходит. Вот ему не понять, ему не вдомек. Но ключ от самой ситуации, он в его руках. То есть он может что-то предпринять для того, чтобы между вами отношения поменялись. Либо рухнул этот забор, да, этот лед растаял между вами. И вы этого ждете. А вместо того, чтобы дождаться, наоборот, он вашу звезду ворует. И еще кто-то из девчонок очень сильно мужчину приревновал, да, и он тоже обиделся из-за того, что он с какой-то женщиной, может быть, там слишком фривольно общался. А может быть, вы даже кому-то из родственников приревновали. Ну, девочки, вы для него одна единственная, он других женщин просто не замечает. Да, он может общаться с другими женщинами, но постольку-поскольку, понимаете, чувства у него только к вам. С вашей стороны лебедь, с его стороны бегущий человек. Но он как будто бы бежит, но не знает, куда бежать. Он бы и рад что-то сделать, но он не понимает, что конкретно он должен делать. Огласите ему, пожалуйста, список его обязанностей, либо огласите список ваших ожиданий от него. Он с радостью будет это делать. Просто он не знает, что конкретно вы хотите. Две лодки, одна вправо, другая влево смотрит. Вы как будто бы сейчас в чем-то не сошлись. Не сошлись. Но для вас это не загадка, вы понимаете, что он сделал не так, а для него это загадка. Вы думаете, что он каменный, что он бесчувственный? Нет, нет, он не такой. Он все это чувствует, он все это воспринимает. Но он не умеет читать мысли, девочки, не умеет.
И еще мне кажется, что мужчина какой-то неопытный в отношениях. Да, может быть, у него и были другие женщины, но они все были какие-то прям совсем временные. Ну, ничего серьезного. А вот именно с вами у него прям все по-настоящему, по-взрослому. И это впервые с ним происходит. У него опыта нет. Он не знает, как это. Он только лишь может догадываться. А видим, что догадки его неправильные. Так, девочки, если вы загадали своего бывшего загадали. Вот есть такие, кто загадал бывшего, да, потому что в момент украденной звезды он говорит о том, что мужчина потратил ваше время и не исполнил ни одну из ваших хотелок, да, ни одну мечту вашу не исполнил. Опять же, баран. Мужчина себя чувствует полным бараном, потому что не оценил вас по-настоящему в свое время, когда у него был шанс, когда у него был, как говорится, доступ к вам. И мужчина просто вот молится, да, в глубине души и просит еще одного шанса, да, вернуть вам звезду, да, наконец-таки исполнить ваше желание быть для вас именно тем, кем вы хотите, кого вы ждете, кто вам нужен. Он все понял, он все осознал. И девчонки, кто загадал на совершенно нового мужчину, с кем нет серьезных отношений, но он вас не понимает. Он не понимает, чего вы от него ждете, чего хотите. Опять же, нужна конкретика. Абсолютная четкая конкретика. Вот пошагово, да, пошагово ему объяснить, не знаю, расписать. Хотите, там смс-ку ему отправьте. Потому что он не понимает. Просто не понимает. А просто отталкивать его, вот как вы сейчас это делаете, но в этом нет никакого смысла. Просто никакого. Вы оба чувствуете себя плохо, ну и ничего не происходит. Все, круг замкнулся. Так, еще из важного. Здесь желание у мужчины как-то отличиться и в чем-то либо чем-то вам помочь. Но он не знает, как вам предложить помощь. Так, чтобы вы не обиделись, и так, чтобы он смог исполнить свое обещание. Тоже можно как-то это обыграть, подумать и ему, ну, пусть не намекать, а впрямую сказать, да, что нужна помощь, сделать то-то, то-то. Он с радостью сделает. И знаете, тут еще такой знак. Мужчина, он очень надеется, что вы ему какую-то дверь откроете. Возможно, он собирается ехать к вам и прям мысленно вас гипнотизирует, да, открой мне дверь, я приеду. Либо, может быть, он молится на то, чтобы вы его пустили в свою жизнь, да, позволили быть с вами рядом, открыли ему дверь в свою жизнь, может быть, доверились ему. Да, прям такие мысли. Дверь, да, он какую-то дверь видит, а за дверью вы находитесь. Вот что вы открыли. Так, девчонки, кто думает, что вы сможете его забыть очень быстро? Нет, не сможете. Вы тут крепко повязаны с ним. Любовь вас очень сильно повязала. Не сможете порвать, забыть не сможете. И он не сможет. Да он об этом и не думает. Наоборот, он думает о том, как бы укрепить ваши взаимоотношения, переломить ход событий в лучшую сторону. В сторону сближения, родства, единого целого. Если честно, я такое впервые вижу, да, что мужчина так сильно стремился к тому, чтобы с женщиной выстраивать серьезные взаимоотношения. Ну, либо улучшать взаимоотношения. Обычно мужчины не о том думают. А у него, кстати, это на последнем месте. Это на последнем месте. И если вы думаете, что мужчина вот чисто только из-за своего этого желания самца с вами, это неправда. Да, он вас желает как женщину, но для него это на последнем месте. Для него важнее всего гармоничные взаимоотношения, доверительные, гармоничные. Семья, нежность, забота, единое целое. Вот к этому он стремится, к этому, девочки, а не только лишь к интимной близости. Хотя, да, он вас страстно желает и прям зачарованный вами в этом плане.
Но тем не менее, для него это как бы все-таки на последнем месте. Так, еще вижу, что вы слишком загоняетесь по поводу этого мужчины. Немножко как усложняете все. Для себя в первую очередь усложняете. Мужчина гораздо проще. Либо он более простой, чем вы думаете. У него нет какой-то задней мысли. У него нет вот этой тени на плетении. У него этого нет. Он как говорит, так он и делает. Да? Либо как говорит, так и думает. Нет в нем хитрости и нет коварства. Наоборот, он страдает какой-то чрезмерной прямотой. Иногда, знаете, как скажет, потом только лишь до него дойдет, что он сказал. Что у него в уме, то у него и на языке. Поэтому не заморачивайтесь. Здесь к мужчине у вас не должно быть претензий. Говорит как есть. Вот в моменте, да, говорит как есть. Так, и еще. Для тех, у кого все идеально, все хорошо, и вы просто действительно были уставшие, да, может быть такое. Но все равно я вижу, что вы как-то мужчина недовольный по-своему. Что-то он не дотягивает, либо не выполняет. Девочки, он очень сильно опечалился тем, что вы были уставшие. И он это воспринял на свой счет, как будто бы вы на него обижены. То есть здесь следует все-таки разъяснить, да, потратить время, а хотите смс-ку напишите. Скажите, что просто были уставшие, либо плохо себя чувствовали, чтобы он вот не сидел и не мучился. А то он так у вас и себя доведет, да, доведет до очень негативного состояния, либо напьется. У него, кстати, еще к вам какая-то ревность есть. Ревность. Ревнует он вас к вашим успехам, к вашей работе, к вашему кругу общения. Может быть, он не вхож в ваш круг общения и поэтому ревнует. А может быть, в вашем кругу общения есть там молодые парни, да, молодые красивые мужчины. И вот он ревнует. Может быть, даже как запретить вам хочет. Либо, если не запретить, то хотя бы попросить вас, чтобы вы меньше там с кем-то встречались, общались, либо это делали только лишь в его присутствии. Но он понимает, что это неправильно, но ничего с собой поделать не может. Ревность – это ревность, девчонки. Вы ему очень дороги, и он очень сильно боится вас потерять. Да, поэтому и ревнует, и переживает. И вот каждый такой вот его промах, прокол ему дается прям с болью. С болью. Он хотел бы, чтобы все было идеально, но идеально почему-то не получается. А я знаю почему. Потому что вы молчите. Потому что вы обижаетесь тихо, молча. Просто отвернулась и обиделась. А надо наоборот. Говорить, все высказывать. Будете высказывать, это будет вас сближать. Будете отворачиваться, это будет вас разделять. Смотрите, эти отношения, они всецело в ваших руках. Мужчина смотрит только лишь на вас. На вас он равняется. Вот куда вы как рулевой, понимаете, куда вы поведете эти отношения, туда вы и поплывете вместе. Ну, либо раздельно, да. Все сейчас зависит, девочки, от вас. Вы рулите в этих отношениях. Он вам этот руль, штурвал передал. Не просто так передал, потому что он вас любит и вами дорожит. Вы очень ценная женщина в его жизни. Так, мои хорошие, вижу, что разговор у вас будет очень серьезный. Надеюсь, что вы перестанете обижаться и отворачиваться. Мужчине все скажете, что вас беспокоит, что нравится, что не нравится. Может быть, даже и как озвучите свои претензии, наконец-таки. И это вам здорово поможет. И ему поможет вас лучше понять, и вам поможет, вы избавитесь от этих обид, которые терзают ваше сердце. Разговор у вас совсем скоро состоится. Прям в ближайшие часы у кого-то состоится, а у кого-то в ближайшие дни. Но точно будет. Мужчина приедет, будет встреча и будет разговор. Вы уж, пожалуйста, не молчите и все ему скажите. Все скажите. И отношения явно у вас улучшатся. Мои хорошие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.